Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Ежегодно 7 мая в нашей стране отмечается День радио, праздник работников связи. В современном информационном обществе доступность и качество связи стали одним из ключевых факторов развития. За каждым полученным письмом, телефонным звонком, отправленным файлом и просмотренным фильмом стоит труд тысячи высококвалифицированных работников сферы телекоммуникации и связи. О развитии отрасли в Якутии мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Петр Николаев, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха. Петр Васильевич, здравствуйте. Доброе утро. Так, давайте, наверное, начнем в какой-то момент с истоков. Какой же момент в вашей профессиональной карьере вы считаете, пожалуй, самым значимым? Да, вот один из самых значимых моментов, я уже на государственной службе более 20 лет, и застал то время, когда наше министерство, кстати, в этом году исполняется нам 15 лет, образовывалось оно в 2011 году в виде Государственного комитета по связи и информационным технологиям. И в тот период, в 2012 году, в конце 2012 года, пришла магистральная линия связи, оптоволокно, в город Якутск по маршруту Якутск-Тында. Это было большое событие и поворотное, так скажем, в развитии цифровых технологий. Да? То есть это основная магистраль, по которому наша столица была соединена, так скажем, с инфраструктурой всей Российской Федерации. Это первое событие, которое дало большой толчок в развитии. Второе, я считаю, тоже удалось поработать и застать этот момент, это развитие цифрового телерадиовещания. 211 населенных пунктов были подключены вот в течение с 2013 по 2018 год, то есть люди получили возможность смотреть цифровое телевидение в хорошем качестве в эфирном вещании. Это вот вторая веха. И третья веха, которую вот тоже я уже в качестве министра инноваций, цифрового развития застал, это в прошлом году стартовал данный проект. Это «Синергия Арктики», в рамках которого мы должны уже подключить 61 населенный пункт в арктической зоне, и чтобы жители Арктики могли пользоваться всеми благами, так скажем, информационного развития, то есть смотреть фильмы, кино, музыка, государственные услуги, сервисы, пользоваться наравне с жителями города Якутска, и крупных городов нашей республики. Да, вот если уж мы говорим за арктические районы, все-таки это экстремальные условия, это большая необъятная территория. Как можно здесь обеспечить устойчивое соединение? Здесь это труд, вы правильно отметили в начале своего выступления, что это труд большого, так скажем, больших коллективов наших операторов связи. Здесь без резервирования каналов не обойтись. Мы понимаем, что оптоволокно — это хорошая история, высокопропускная, там, скажем, способность канала связи, но мы не убираем значимость спутниковой связи. В любом случае мы резервируем эту историю. То есть если канал проводной уходит, то включаются спутниковые каналы связи. Конечно же, это оперативная работа наших специалистов, операторов связи аварийных бригад, который оперативно выезжает на места аварии и устраняет. То есть это и взаимодействие с различными операторами, то есть это будет и магистральные операторы связи, либо сотовые операторы. Вот. Мы, как министерство, тоже эту историю координируем, да, то есть получаем сигналы, конечно же, по ветке, так скажем, распространяем информацию, либо они нам сообщают, мы им сообщаем, то есть и оперативно включаемся в эту работу. То есть это постоянная работа, и аварий, в принципе, бояться не стоит. Конечно же, это доставляет неудобства нашим жителям, абонентам, так скажем, но такова жизнь, да? То есть аварии всегда случаются, это техника, это железо, она ломается, всякие разные случаи бывают. Поэтому здесь просто оперативное реагирование и, конечно же, резервирование каналов связи. Смотрите, еще лет 20 назад были 3 заветные буквы ВАП. Сегодня у нас есть связь 4G. И подключаться могут и населенные пункты у нас в республике. Но там что, проходит голосование, да? По какому принципу отбираются поселения? Есть федеральный проект устранения цифрового неравенства 2.0. Это, так скажем, продолжение. Уже более 51 населенного пункта в рамках этой программы поддержки малых населенных пунктов уже подключились к, так скажем, высокоскоростному мобильному интернету, то есть стандарты 4G. Да, действительно, это в формате голосования проходит, да, на федеральном портале госуслуги, ежегодно эта история проходит. Вот, и в прошлом году такое голосование было, то есть люди сами, голосуя за свой населенный пункт, то есть
те, кто входит, так скажем, в топ-лист, и те получают возможность подключения. Но здесь, конечно, есть моменты, нюансы, то, что там технологическая возможность тоже рассматривается, да, Минцифры России, и те населенные пункты, которые, так скажем, отвечают там, и по голосованию, и по технической возможности, в первую очередь подключаются. И в этом году у нас тоже ожидается по итогам прошлогодних голосований 12 населенных пунктов федерация тоже будет подключать. И в этом году тоже голосование у нас будет. То есть эта программа продолжается, это хорошая история, я думаю, и для населения, как бы вовлечение населения, да, в это голосование, выбор населенных пунктов тоже это как бы некая гражданская, так скажем, активность. Вот я думаю, что это хороший механизм для развития связи. Но интернет-соединение, оно же объединяет еще и людей, которые находятся в разных уголках. Так мы, например, можем учиться, проводить телемедицинские консультации, госуслуги оформлять, например. Как развитие связи вообще влияет на эти сферы? Конечно же, в первую очередь мы смотрим не на развлекательный контент, а на те сервисы, которые государство предоставляет. Это, вы правильно сказали, это государственные услуги, телемедицина, либо образовательный контент. Здесь вот по телемедицине что можно сказать? Именно Арктика, да, вот, где достаточно, скажем, тяжелая, ну, не тяжелая, а вот сложная ситуация по связи. То есть есть спутниковый интернет, но он не такой быстрый. Вот. Была развернута государственная, так скажем, сеть, и подключены были более 98 ФАПов медицинских, да, чтобы они могли общаться по спутниковому каналу со своей центральной районной больницей. То есть жители поселков могли консультироваться в центральной районной больнице, либо с крупными медицинскими центрами, находящимися в городе Якутске. Это что касается телемедицины. И в прошлом году таких консультаций было проведено более 40 тысяч. И за первый квартал 2026 года уже 20 тысяч консультаций телемедицинских уже было проведено. То есть это востребованная услуга, люди им пользуются. И это закрывает некий дефицит специалистов удаленных. Понятно, что какие-то врачи должны в очном формате смотреть, но, видимо, по специфике в онлайн-формате часть медицинских сотрудников, специалистов могут оказывать такие консультации. Здесь есть, наверное, определенные правила и специфика, так скажем. В части образовательной направления, да, школы, есть хороший проект и поддерживается Министерством образования, Анатолием Семеновым, зампредом, курирующим данное направление. Это сетевой учитель. Уже 10 школ в формате онлайн-занятий могут проводить такие предметы обучения. Да, то есть понятно, что в некоторых селах не хватает определенных учителей по каким-то предметам, и в удаленном формате, в онлайн-режиме проводятся такие уроки. Я думаю, в принципе, за этим будущее. В части государственных услуг хочу сказать, что это уже такая привычная история, я думаю, для граждан. Да, и в прошлом году наши жители подали более 2,5 миллионов заявлений. Это на федеральный портал госуслуги, и на наш региональный портал e-yakutia.ru. То есть они разные услуги получали, сервисы, поэтому здесь только надо дальше развивать, делать сервисы более удобными, понятными, да, для людей. Да. Есть такие еще термины, это проактивный, это когда беззаявительный характер, то есть государство не ждет твоего заявления, а если тебе положено, она как бы в проактивном режиме, опережая, так скажем, тебе положено, ты уже получаешь эту услугу, да, по тому или иному статусу получается. Если, допустим, ты льготной категории относишься и так далее, может быть пособие, то есть не ждет заявления твоего, а уже в автоматическом режиме ее предоставляет. Можно так объяснить. Ну да, потому что прошел уже век очередей и талончиков. Но тем не менее, наверное, все-таки вызовы-то есть. Что там? Все упирается в кадры, в финансы, в логистику. Да, вы правильно отметили, вот есть ключевые, так скажем, направления. Технологии не стоят на месте, очень быстро все меняется, развивается. Даже тоже оптоволокно уже высокоскоростное, до 400 гигабит доходит. Да? То есть мы сейчас будем в проекте «Синергия Арктики» применять высокопрочное, так скажем, да, с металлической оболочкой, потому что по разным маршрутам будет идти трасса, да, и по северу, и по горам, и так далее. То есть мы этот момент тоже стараемся учитывать. В части вот, технологий искусственный интеллект очень сильно нас меняет. Да, вот Ясень Сергеевич это как бы говорит, это направление, что оно очень ключевое и важно, мы все это понимаем, что это очень сильно поменяет экономику республики, да, и ну, не отношения, а вот именно специфику работы определенных категорий специалистов. То есть в будущем специалисты, как бы уже знание искусственного интеллекта, его использование, так скажем, в трудовой деятельности, это будет обязательная история.
По кадрам, конечно же, хотелось, чтобы молодые люди выбирали, так скажем, наше направление. Это не только, я говорю про программирование, либо IT, дата-аналитика, там, ну, есть и другие направления. Это, конечно же, связь, телекоммуникации, сетевые специалисты, информационная безопасность. Инженеры, они всегда будут востребованы, я уверен. Ну и наши учебные заведения, наши колледжи и школа 21 Сбербанка, да, мы, которые вместе реализуем данный проект, как бы на это и направлены. Вот. Ну и расстояние, конечно же, это наша и гордость, и наш большой вызов. То есть логистика очень непростая, мы это тоже понимаем, тоже вот когда стройкой занимаемся объектов связи, конечно, доставлять груз, людей, специалистов, технику, конечно же, у нас очень такой короткий строительный сезон, логистика тоже очень непростая, да? Поэтому это тоже все учитывается, и это такие серьезные вызовы для реализации наших проектов. В таком случае, какой будет отрасль связи примерно в ближайшие 10 лет? Она будет, я думаю, развитой. Ну, то есть мы ожидаем то, что и развитие спутниковой связи, то есть мы не говорим, что ее не будет, она обязательно будет. И здесь мы надеемся на развитие и уверены, что это в Российской Федерации это получится. Это развитие низкоорбитальных спутников, да, то есть это высокоскоростной интернет, только уже по спутниковым каналам связи. Он обязательно у нас будет, появится в тех населенных пунктах, где, допустим, оптоволокно не придет и так далее. То есть у людей будет возможность все равно пользоваться высокоскоростным интернетом. Здесь и, конечно же, по сотовой связи надо сказать, что есть и новые стандарты, и это не новость, да, вот, стандарты 5G, то есть это в 20-30 раз превышает скорость текущие стандарта 4G LTE, да, то есть высокоскоростной в мобильном устройстве. То есть все будет ускоряться, технологии будут шагать дальше, и мы должны успевать за этой историей в развитии, да, вот сервисов, скорости, и, так скажем, создания контента, сервисов, услуг. Я думаю, только и мы застанем это время, когда вся республика у нас будет, так скажем, охвачена высокоскоростными каналами связи, и люди не будут чувствовать дискомфорта, находясь, неважно, в Якутске это будет, в Тиксе или в Усть-Куйге, там, да, или в том же, там, допустим, Депутатском. Ну да, потому что это действительно норма жизни уже. На такой хорошей ноте жду от вас пожелания ветеранам отрасли, коллегам нашей сферы. Ну, в преддверии нашего профессионального праздника Дня радио, он будет завтра, 7 мая, мы отмечаем наш профессиональный праздник связистов, телерадиожурналистов, кстати говоря. Да? Хотел бы их поздравить, во-первых, чтобы здоровье, благополучия в семье, хороших, интересных проектов, чтобы всегда была работа, поменьше аварий. Ну и, конечно, большая им благодарность за самоотверженный труд, да, который иногда, может быть, ну, так говорят, связистов вспоминают тогда, когда связь пропадает, да, а так, как будто она не видна, но действительно это большая работа, и я очень благодарен нашим коллегам, которые там в поле работают, в цехах работают, да, в инженерных сооружениях и так далее. Поэтому поздравляю всех с профессиональным праздником, желаем им хороших успехов и хороших, интересных новых проектов. Спасибо вам, Петр Васильевич, вас тоже с наступающим праздником. Спасибо, что нашли для нас время, приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.